Ассаламу алейкум, Хасан. Алейкум салам, Саиб. И доброго времени суток всем тем, кто посмотрит это видео. Итак, дорогие друзья, на календаре у нас 13 августа 2023 года. И я чрезвычайно рад и счастлив возможности побеседовать сегодня с выдающимся сыном нашего карачаево-балкарского народа, с гениальным джирче Хасаном Хубиевым. Это для меня настоящие именины. А насчет того, что сегодня 13-е, там у нас, хвала Всевышнему, нет предубеждений против этого числа, никакой чертов дюжины и прочие чепухи. Так что все в порядке. И сперва, дорогие друзья, давайте покайфуем для начала, слушая самую известную песню Хасана, которую, кстати, Хасан исполняет и на русском, и на карачаевском языках, и которая давно уже стала своеобразной визитной карточкой Хасана. Вот маленький фрагмент этой песни на русском языке. Сколько людей тотчас коротает пути, чтоб в этом мире могли мы друг друга найти. Где же летает, где же ищет меня? Белая лебедь моя. А полную версию этой песни мы сейчас послушаем на карачаевском языке, а заодно и увидим, как просто, как естественно и как достойно держит себя Хасан перед публикой. Адамла канатлыла жабирге жашайла, жашоо теңизде учуп барган аушайла. Geçe da günde da ceretegine deri, ak kanatlılar çayzleyli birbirleri. Nence adam küreşedi ayamay küçük, dünyada ekevler birbirin tabarışır. Hayda uçarsa hayda izleyin seni, Hakkı gürçünüm beni. Hayda uçarsa hayda izleyin seni, Hakkı gürçünüm beni. Telefonlarda toktavsız işleydiler, İnniyeti da izleydiler. Çuvat gökçe samalotla da uçadılar, Ak kanatlılar izlerge baradılar. Genç adam küreşedi ayamay küçük, dünyada iki ölen birbirin tabarışır. Hayda uçacaksak hayda izleyin seni, Hakkı gürçünüm beni. Hayda uçacaksak hayda izleyin seni, Hakkı gürçünüm beni. Bilmeyin içinden beni kadında mısın, O gözde kanatlı çekimde uçamısan. Alaya bazamani köprü tübünde, Hakkı gürçünün tüberiklenin denge. Genç adam küreşedi ayamay küçük, Dünyada iki ölen birbirin tabarışır. Hayda uçacaksa hayda izleyin seni, Hakkı gürçünüm beni. Hayda uçacaksa hayda izleyin seni, Hakkı
Gürçünüm, ak gürçünüm benim. Adam güreşe ayamay küçük Dünyada ekevler derderin kabarışık Hayda uçakta hayda izleyin seni Hakkı görüşünüm benim Hayda uçakta hayda izleyin seni Hakkı görüşünüm benim Ну что ж, браво, дорогой Хасан. Айсалло за эту песню. О конгениальности, которую я скажу чуть ниже, но справа такой промежуточный вопрос. Кстати, Хасан, сколько лет этой песне? О какой песне идет речь? «Белая лебедь», наверное, да? «Белая лебедь», ну, наверное. Ну, более 40 лет. Ой. Вот, пока мы перевариваем эту информацию, что 40 лет мы слышим эту песню, а я пока, дорогие зрители и слушатели, прямо сейчас скажу вот о чем. Дело в том, что некоторые мои друзья и знакомые подначивают, подкалывают меня, говоря, мол, что, неужели все твои собеседники, все как один, и выдающиеся, и гениальные? На что я им отвечаю, что да, так и есть. И все мои собеседники являются выдающимися сыновьями и дочерьми нашего народа. И я всегда привожу конкретные доказательства их выдающести. И пользуясь случаем, на примере Хасана, я в несколько приемов по ходу нашей беседы постараюсь показать и доказать, что и гениальность, и выдающесть моих собеседников есть непреложный факт, а не мои восторженные преувеличения. Это слишком громко сказано, слишком громко. Ага. Скромность, она украшает, я понимаю. Подожди, я еще немножко поговорю, ты потерпи. Вот, в связи с этим, вот прямо сейчас мне вспомнилось одно точное наблюдение нашего, здесь я ставлю знак нотабены, опять-таки нашего выдающегося культуролога и писателя Лидии Лохмановны Жабеловой, проживающей в Нальчике, которая дважды в наших разговорах с ней говорила мне, что в Карачае много гениальных и талантливых людей. Лидия Лохмановна, вам большой привет. Но вернемся к Хасану и к его песне про эту самую белую голубку. Имеется в виду карачаевский вариант. Вот послушайте фрагмент из старинного карачаевского наигрыша. По-карачаевски это называется «Тарту». И еще раз давайте повторно послушаем фрагмент из песни Хасана. Birlikte yaşaylar Yaşav denizde uçup bargana uşaylar Geçe da günde da cerete yine derim Ak kanatlılar çayzleyli bülbülleri
Nençe adam küreşedi ayamay küçük. Dünyada ekevler birbirin barışır. Hayda uçarsa hayda izleyin seni. Hakkı gürçünüm beni. И добавлю, самое ценное и в этой, и во всех других песнях Хасана, это то, что Хасан не занимается искусственной стилизацией, ибо народность в его песнях Хасану присуща изначально. Народность это, как вы только что сами убедились, в его песнях естественно как дыхание. А что касается слова «то», это танцы, которые происходят во время тех или иных праздников, на свадьбе, при рождении ребенка и так далее и тому подобное. Ну что ж, гениальность Хасана мы еще вернемся, а сейчас самое время поговорить о родителях Хасана. Но сперва лучше скажи, Хасан, где, когда родился, а потом поговорим о родителях. Итак, с самого начала. Где, когда родился? Ну, я родился в Казахстане в 1954 году, 10 июня, во время депортации, сами знаете, да, вот Да. географию нашего народа. Потом в 1957 году переехали обратно. А селение как звали? Село Тамерлановка. Это где? В области, Арский район. Ну, я, честно говоря, ничего не помню, Ну, естественно. естественно. Просто, чтобы как факт знать. Да. И когда тебе исполнилось 3 года, вы уехали оттуда, да? Как? Когда тебе исполнилось 3 года, вы уже уехали оттуда. Ну, 3 года как раз мне исполнилось именно здесь, на родине. Когда вот мы в мае приехали, а через месяц мне 3 года исполнилось. Понятно, отлично. Так, расскажи чуть-чуть о родителях. Как их звали для начала? Начни. Ну, отец Хубиев Кады Муратович. Так. Мать Хубиева Любовь Магометовна, девичья фамилия Гандаева. Отлично. Они уравненцы Харчурта. Потом перед переселением жили в Дауте, Чазлыке, точнее. Дуд сейчас обитаемое селение или нет? К сожалению, там несколько домов, даже домами трудно назвать, но несколько человек живут. Животноводством, видимо, занимаются. Так почти ничего не осталось в этом ущелье. А Джазлык? Джазлык еще меньше. Это первое село, когда вот, заезжаешь в это ущелье, там вообще ничего не осталось уже. Так, ну давай поговорим чуть-чуть о родителях тогда. Вот смотри, тут Хасан. Отец твой абсолютный красавец, значит, одетый, я смотрю, по моде тех лет, эти хромовые сапоги, кожаная тужурка и брюки, немного нависающие над верхней кромкой голенища сапога, да? Здесь я в этом моменте хочу сообщить нашим дорогим зрителям, сообщаю, что еще одна гениальная песня Хасана называется «Атам болса», и посвящена она, как яствует из названия песни, отцу Кады Харибке. Ну, а фотографии матери мы увидим чуть позже. А сейчас, по возможности, расскажи, Хасан, подробно. И я думаю, что больше это о матери, значит, о том, что они тебе дали в плане воспитания, становления тебя как личности, как человека и так далее. Расскажи об этом, пожалуйста. Ну, я не знаю, это вообще-то очень сложный вопрос.
Мы воспитывались все, как и все другие, в традициях нашего народа. Ну, естественно, самая большая нагрузка и самая большая заслуга это матери, потому что я где-то 7 лет уже мы остались без отца, хотя, слава Аллаху, он живой был. Но именно вот то, что ты сейчас перечислял, его внешний вид, красота, рост, не то, что он действительно был красавцем. Я думаю, это все и послужило тем, что когда мне было 7 лет, мои родители расстались, у него другая семья была. Ну, все тяготы жизни легли на плечи матери. Но она нас воспитывала именно в традициях нашего народа. Она очень хорошо и знала, и соблюдала эти традиции. Но главным девизом было жить честно своим трудом, ничего чужого не брать. Даже если находишь где что-то на улице, она запрещала приносить домой. Ну, понятно. Правильно. Ну, когда? Как наше, да, воспитание. Да. Спасибо, Хасан. Ну, извини за трудный вопрос, но хотелось немножко все-таки знать, потому что kesin bilese de, значит, ananı kaçın görmegen olmayı değil mi de всегда нужно о них рассказывать и так далее. Независимо от того, что у него была чужая семья, мать никогда нам не запрещала видеться, ездить, приезжать, в общем, мы в хороших отношениях до самой смерти отца. Понятно. Хорошо. Ладно. Вот сейчас мы увидим две фотографии, которые первая из них меня натурально умиляет. Я люблю, когда вот старинные там фотографии с детишками. Вот она, эта фотография. Но поскольку на этой фотографии нет самой младшенькой сестренки Хасана, вот вам уже вся семья в полном сборе, все дети, все 4. Если первая фотография, это, видимо, в первый год возвращения народа из депортации, там, видимо, тогда снята. А вот вторая, значит, это где-то, судя по одежкам, конец 70-х, 80-х, начало, может быть, эти времена. Хасан, озвучь, пожалуйста, имена обеих сестер и брата в порядке старшинства. Ты самый старший или второй? Нет, я второй, старшая сестра Хубиева Рая. Брат и сестра младшая меня, брат, это зовут Султан. А сестру, ну, по документам Сапията, ну, Света все называли. Ну, понятно. Как всегда. У нас всегда тогда. Хорошо. Так. А сейчас вот, дорогие зрители, вы увидите две фотографии матери Хасана. Эти две фотографии будут заставками к 2 песням. Причем первая фотография, первая песня из них, вот из этих 2, посвящена всем нашим матерям, Анала. И сразу в стык мы услышим завершающий куплет из лучшей, на мой скромный взгляд, песни Хасана. Не знаю, согласится Хасан со мной или нет, но на мой личный вкус. Это самая лучшая песня. Но я дам всего один фрагмент из этой лучшей песни. А на возможный вопрос, а почему, мол, раз лучшая песня, то только один куплет, отвечу так. Слушать эту песню от начала до конца – это свыше моих сил. Серьезно говорю. Я просто не могу. Это такой, как бы это сказать, это самый душераздирающий плач по матери из всех тех песен, которые я когда-либо слышал за свою жизнь. А слушал я их
Много. Итак, песня «Анала», вслед за нею завершающий куплет песни «Она». Жұқлай алмай ақсынадыла бізге сағыныш етіп бағалы анала күн-күннен көп болып қошыладыла ана жүрекіледі біз салған жаралар Тегінде күнде кечеді сағынышларым сені жоқлайла ана жылытмаған жүрекіне жырларым қылқы бұзла жарық соқмайла Жұқлай алмай ақсынадыла бізге сағыныш етіп бағалы анала күн-күннен көп болып қошыладыла ана жүрекіледі біз салған жаралар Günümde em kuvançımda tansıklap seni izleyip Akçaçın üçün, sağışların üçün senden geçmeklik Жұқлай алмай ақсынадыла бізге сағыныш етіп бағалы анала күн-күннен көп болып қошыладыла ана жүрекіледі біз салған жаралар Жұқлай алмай ақсынадыла бізге сағыныш етіп бағалы анала күн-күннен көп болып қошыладыла ана жүрекіледі біз салған жаралар Күн-күннен көп болып қошыладыла ана жүрекіледі біз салған жаралар ана жүрекіледі biz salgan yaralar
gölüm ol olayım. Anam desin kışta yağmur jağayım. Anam desin köklü baskan bulutlu. Gün tayağı her koluna çeçeyim. Anam desin jarelle yürekli. Şağayelle ağıp bargan terekli. Yaşayedim seni körüp göllene. Esim aşka umutlara belene. А сейчас я скажу вот о чем. Всемирно известный Джон Леннон, неофициальный лидер группы Битлз, когда ушла его матушка, тоже сочинил, как и делают все любящие сыновья, песню обращения к ней. Все вы, дорогие зрители и слушатели, можете послушать эту песню в интернете. И сейчас я предложу вашему вниманию заключительный куплет его песни, ибо этот куплет является самым эмоционально насыщенным. Вот сей куплет. А теперь сравните оба эти куплета. Хасановский и Ленноновский. На мой убежденный взгляд, песня Хасана намного, подчеркиваю, намного сильнее ленноновской песни. И был бы признателен вам, дорогие зрители, ежели вы поделитесь в комментах своими соображениями по поводу сравнения песен Хасана Хубиева и Джона Леннона. Ну что ж, продолжим дальше. А теперь, Хасан, расскажи. Я пошел в школу, где это было, когда классные руководители свои, лучшие учителя свои. В общем, про школу все, что сочтешь нужным, про устазов там начальных классов, там старших классов. Вот про все это расскажи, пожалуйста. Ну, про школу, конечно, можно многое рассказывать. Вот много и рассказывай. Вот как я намекнул, мы переехали, не на родину поехали, как многие, да, предполагали, и по идее должно было быть так, потому что там уже ничего не было. В этом Дуловском ущелье
А вот, все родственники отца вместе решили остановиться в Зеленчукском районе. Есть такое село Маруха, живописный такой уголок, никому неизвестный, в сторонке находится среди гор. Прекрасное место. Вот все переехали туда и начали с нуля, естественно, строить и дома, и быт, все начинали с нуля. Я в школу пошел именно там, в 1961 году, Марусская средняя школа. И, там уже средняя школа была, Хасан? Да, у нас средняя школа была и достаточно большая школа была. И были начальные школы до 4 класса. Село большое было, в принципе, длинное, можно сказать, километров 7 длиной. Ого. И были школы начальные, а после, с 5 класса уже в средней школе все учились. Вот. Ну, первым учителем Богатырев Магомед Юсуфович был, насколько я помню. Ух ты. С 1 по 4 класс. 70 лет там, естественно, был и классным руководителем, и первым нашим учителем. А с 5 по 10 класс был уже Типкеев Анзор Алиевич. А самым любимым моим учителем, я не знаю, может это как-то не скромно или некрасиво, но я больше всех уважал и любил нашего физрука Акпаева Османа Ибрагимовича. Я думаю, в селе все его и любили, и уважали. Ну, самый настоящий человек, самый настоящий карачаевец. Уважение и к детям, и старшим, и к своему труду, работе, в общем, пример. Самый настоящий пример, да, и для нас, и для всех. Аламат. Вот. Ну, мне просто маслом по сердцу, когда люди помнят там спустя миллионы лет своих первых учителей. Это очень приятно. Спасибо, Хасан, что помнишь их. Я его вот образ его помню, манеры. Я среди карачаевцев тогда очень мало было, так скажем, да, интеллигентных в те годы, тем более. Только на ноги люди становились. Самый настоящий интеллигент был. Самый настоящий интеллигент. И движение, и одежда, и манеры. В общем, вот это даже у меня перед глазами стоит этот человек. И вы росли, глядя и чуть-чуть подражая ему, я так понимаю, да? Ну, вот, честно говоря, у меня никогда не было, ни кумиров не было, и никогда никому не подражал. Просто как мог, как... Ну, пример он для вас был все-таки? Ну, примером они все учителя для нас были и примером, и мы не только уважали, даже боялись. Вот, не дай бог, если учитель идет по улице, чтобы мы встретились, и мы убегали. Хотя никто нас не ругал, но настолько стеснялись учителей и уважали. Хулиганье убегала, хулиганье. Отличница. Не обязательно быть хулиганом, просто мы боялись, вот спросят, почему ты гуляешь, а не занимаешься уроками. Ну да. Так, значит, кумиров у тебя не было. Хорошо. Ну, я уважал всех, но вот таких кумиров мне ни в музыке. Нет, я немножечко так, с юмором задам тебе такой, значит, вопрос. Вот смотри, вот я смотрю на фотографию. Хасан. Тут на ней роскошного вида такой чувак. Чувак — это слово того времени. Вот этот чувак, одетый по моде и начала и середины 70-х, да, с этими брюками клеш, которыми, кстати, Хасан, так удобно подметать тротуары, имею в виду, с этим хайром, то есть волосы длинные, значит, типа как у рок-музыкантов, да, в солнцезащитных очках. Во-первых, кто это? И, во-вторых, судя по всему, по виду он студент, да? Расскажи об этом чуваке.
кто такой и чем он занимался в это время. И времена, когда с друзьями немножко ну, расслаблялись, и очки надевали, и кулеш мода была, так уж кулеш. Ну да, ну да. Ну, скорее да. всего, ну, студенческий год тогда в техникуме учился. Ну да. Ну, да. Вот как раз чуть расскажи, значит, ты учился не только, я так понимаю, в техникуме, после школы ты, ну, в общем, про учебу расскажи, или сразу пошел в армию, как получилось? После школы, ну, у меня еще 18 лет не было, я год еще прождал, чтобы до армии. Ага. Ну, как сказать, вот во время учебы в школе особо у нас и возможности не было, так, учиться как положено. Угу. Много дел и у меня, и моих сверстников. Угу. Учились как могли, так. Ну, понятно. Потому что надо было, да? Ну, да. А после школы что-то мне очень захотелось уже серьезно учиться, поступать. Пробовал, но у меня не получилось. Я даже могу сказать, поступал в Карачаевский пединститут тогда был, художественный факультет поступал, художественный. 6 экзаменов тогда было, может это кому интересно, может не все это знают. 6 экзаменов мы сдавали, и плюс и алгебру, и физику. И на 6-м именно по сочинению я что-то не прошел. И пришлось служить. Ясно. Так, тогда, значит, через год ты пошел в армию, да? Да, через год, да. 18. Все мои одноклассники почти все служили. Ну, тогда мы переписывали все. Подожди, сейчас расскажешь об этом. У меня тут очередной рояль в кустах, как говорится, оказался. Вот смотри, я, Хасан, тут смотрю на фотографию такого бравого маримана. У которого на бескозырке написано «Северный флот», значит, на левой руке у него там повязка, дежурный там чего-то, не разберу, а под фотографией короткая справка. И вот что написано в ней, я зачитаю вслух. Служил на Северном флоте в городе Североморск с 72 по 75 годы. Специальность радиотелеграфист-оператор. Обеспечивал связь с Генштабом СССР, кораблями и подводными лодками дальнего плавания при помощи азбуки Морзе, так называемой морзянки, и входил в сборную команду Северного флота по радиоспорту, так называемая охота на лис. Все правильно тут сказано? Да, все правильно. Вот ты об этом подробно расскажи, только сперва поясни мне, если можно. Начни с того, что вот какому военному купцу, ну там в военкоматах купцы были, да, забирали там, значит, себе в Ставрополе это обычно происходило. Какому военному купцу пришло в голову взять горца военно-морской флот, где прошел учебку и все остальное? Давай сначала рассказывай все. Вот этого я, конечно, сказать не могу, но именно в Ставрополе, да, там можно действительно назвать их купцами, потому что они приходили, ну, скорее всего, уже по документам в военкомате было уже, по-моему, направление туда. Пришли, построили, сказали, что вот мы такие-сякие самые хорошие и едем на самые хорошие. Наш Северный флот, ну тогда он действительно так и считался, особенно из-за подводных лодок. Ну, мы сразу попали, что интересно, не на Северный флот, не в Североморск, а попали в Белоруссию. Вот наша группа. Учебка? Да, в учебный отряд в Белоруссии был. Там, ну, центр
скажем, подготовки. 8 месяцев у нас была подготовка, а у других 6 месяцев. А почему у вас на 2 месяца лишних? Ну, там, скорее всего, потому что это, как-то сказать, более специфическая специальность. А там отбор был очень сильный. Как поступаешь в институт или в технику. Конкурс. Проходили конкурс. Несколько кабинетов проходили. И где-то из 3000 человек отобрали 300 человек. И у нас была отдельная группа, отдельная рота радистов. И программа была совсем другая. Хасан, вот как и у всех у нас, у меня тоже куча родни, приятелей, знакомых, карачаевцев я имею в виду. Я никогда не слышал, чтобы кто-то, вот кроме тебя, служил на Северном флоте моряком. Ты слышал такое? Был у вас там еще один хотя бы карачаевец или нацмен там у тебя на флоте? Или ты был единственным экземпляре? Нет, на Северном флоте наши многие служили. И там я даже встречался с несколькими земляками, но я служил один. Вот по моей специальности я, честно говоря, не сталкивался и не слышал. Может, после были. А так на флоте наши ребята очень многие служили. Ну, на Черноморском служили, я знаю, да. А вот на Северном? На Северном флоте я даже встретился с однофамильцем. Даже в одном селе мы жили. Он меня школу закончил. И там мы с ним встретились. Он в штабе флота служил. А я когда вот на сбору нас приглашали, вот мы у них жили первый год. Вот по радиоспорту месяцами занимались. То есть вы вот эти 8 месяцев долбили морзянку, чтобы быть суперпрофессионалами, да, я так понимаю? Да, вот это слово долбили, мне кажется, очень подходит. Действительно долбили. Вот смотри, я тебе об одной присказке хочу сказать, Хасан. Эта присказка ровно про меня. В ней говорится, ну, она звучит так: век живи, век учись, дураком помрешь все равно, да. Это я к чему, что вот я, прожив 1,5 миллиона лет на этом белом свете, я впервые в жизни увидел таблицу азбуки Морзе. Вот она, дорогие друзья, зрители. А в связи с этим, вот что я скажу тебе, Хасан. Про гармонистов и прочих музыкантов говорят так. Пальцы помнят, ну их пальцы, да, помнят там, как на баяне играть, на аккордеоне, ну и все такое, да, сами пальцы помнят, да. А эту самую азбуку, я думаю, твои пальцы помнят, по идее, да, помнят. И я бы просил тебя на глазах наших зрителей и слушателей, кто будет смотреть это видео, отстучи, пожалуйста, или как это у вас там называется. В общем, отстучи эти 2 слова морзянкой. И эти 2 слова пускай будут Хасан Хубиев, только ты стучи не очень быстро, чтобы мы успели по картинке там тоже следить, да? Значит, я сейчас делаю обратный отсчет, там скажу 3, 2, 1, и ты начнешь отстукивать, хорошо? Есть тебе чем отстучать? Ручка, карандаш, линейка, чем-нибудь. Или пальчиками по столу, неважно. Так. Немножко, конечно, не то будет. Там же не по стуку, а по звуку. Вот каждая буква определенный звук, как музыка. Ну, у нас нету этой, как бы, морзянки, в смысле радио, аппарата. Ну, как получится, давай. Ну, я сейчас попробую. Вот, не знаю, там слышно будет или нет. Отлично слышно. Вот, попробуй слово Хасан. Нет, подожди, не Хасан, а Хасан Хубиев. Ага. Значит, на счет 3, 2, 1, начали.
О, как будто наблюдаю за художественным фильмом, где разведчик или шпион передает секретный. Ой, молодец, Хасан, что помнишь. Да. Смысл какой, точка-тире идет. Ну да, ну да. Коротко звук, а тире в 3 раза длиннее. Ну, и понятно. когда на аппаратуре она музыку создает. Ну, понятно, Вот, это даже не точно. Ага. И обучают именно так. Мы слушали звук каждой буквы и записывали на бумагу. Угу. Естественно, это засекречено идет, зашифровано. И есть засекреченная аппаратура связи называется. Они расшифровывали и передавали дальше. А вот смотри, Хасан, ты говоришь там для связи с подводными лодками. Ты сидишь там на базе в Североморске, условно говоря, да? А лодка там за 1 000 000 километров от тебя. На которое расстояние можно передать в эту лодку? Какое расстояние улавливает там они, акустики ихние? Ну, мы, точнее, если сказать, мы принимали сигналы. С какого расстояния? В любой точке земного шара. Да ты что? Да. Но, естественно, лодка только вот в надводном положении, перископ на перископной глубине, они выходят на определенное время, на короткое время передают сигналы и уходят. Потому что... Чтобы не засекли. Конечно, намного сложнее. В наше время самая надежная связь только морзянка была. Не было никаких нынешних видов связи, конечно. Ну, да, сейчас даже не знаю, пользуется морзянка или нет. Ну, скорее всего... Как запасной вариант, наверное, держат. Потому что если электроника выйдет из строя, что они будут делать? Да, ну, и так она самая надежная. И самое интересное, наши учили как. Вот мы принимаем сигнал, и на машинку принимали, и на карандаш. Как на машинку? Печатная машинка. Сигнал идет, и ты сразу на машинке стучишь уже слова, да, готовые? Да, да, уже принимаешь, печатаешь. Дежурный офицер ждет, когда ты закончишь, хватает эту информацию. И бежит к начальству. Да. Очень напряженная была система. Потому что никто не знал, какой сигнал, какой важности, о чем идет. А вас там немножко пугали, побугивали, что война может начаться, будьте на страже, ни на секунду не теряйте бдительности. Ну да, так и было. Политруки ваши там, да. Ну, именно вот главный приемный центр Северного флота мы находились. Ну, сейчас это уже не секрет, поэтому, наверное, можно сказать. Вот такие скалы, как у нас были. Вот в глубине скалы метров 100, 13 дверей железных, куда я помню. Ого! И 3-этажное здание. И там вся вот эта аппаратура. И просто от работы аппаратуры там температура была 40 градусов. Ого! А передатчик находился километров 10 или 15 от нас, чтобы и то одновременно не могли, скажем, засесть там или навредить. Понятно. Ой, как сложно. И ты 3 года вот так мучился там, да? Но я не 3 года, я скажу, значит, 8 месяцев подготовка была. У нас готовили специально для кораблей дальнего плавания. Мы радистами должны были быть на корабле. А когда по распределению попали на Северный флот, в Североморск, как раз лето было, 27 июня, по-моему, выпускной вечер был в школе, я помню. И летом там же солнце не садится, фактически вот по горизонту крутится. Ну да. Я вот не мог спать первые дни. Вот. Утром где-то 6 часов за нами приехал воронок черный. Нас построили, 150 человек было. 10 человек фамилии назвали. Мы вышли, нас забрали туда и уехали. Мы думали, на какой корабль нас везут. А потом смотрим, корабли остаются там в заливе, а мы проезжаем.
отвезли, где-то выгрузили и говорят, вот здесь будете служить. Это связь с генеральным штабом, с кораблями, с подводными лодками. Я понял. Объект секретный, никуда нельзя выезжать, отпускать запрет. Ну вот, тебя хоть дали один раз или как? Вот мне 4 раза объявляли, 1 раз приехал. Понятно. Вот, Хасан, смотри, вот, дорогие зрители, посмотрите на эту фотографию. На ней мы видим известного актера Гостюхина с какой-то штуковиной в руке, в наушниках. Фильм, это кадр из фильма «Охота на лис». Хасан, расскажи, что это у него за штуковина в руке, почему в наушниках, и вообще, что это такое за охота на лис, в которую сборную команду Северного флота ты входил? Что это такое? Ну, это считался во время Советского Союза, это был достаточно популярным видом спорта, но, естественно, не для всех. Это как военно-технический вид спорта считался. А мы, как радисты, обязаны были там участвовать. И желательно, чтобы побеждать. Ну, не всегда получалось, но постоянно входили в сборную. Это на самом деле приемник и передатчик. Вот передатчики где-то прячут на расстоянии, скажем, 10-15 километров. На автомобилях разводят. Обычно соревнования проходят в лесу. А ты должен уже с этим приемником найти за определенное время, нужно было найти все эти передатчики, ну, в зависимости от скорости, от всего, 1-й, 2-й, 3-й места. Подожди, а вот как нашел ты очередной передатчик, там тебе свидетельство выдают, справку, что ты ее нашел, или как? В соревнованиях это делается, вот мы, когда участвовали на чемпионате военно-морского флота, уже в Москве это проходило, леса какие-то незнакомые, обычно вот по правилам в незнакомых местах, каждый раз там на разных частотах разные эти было. И каждый раз меняли даже место, где проходили соревнования. Надо было вот, с помощью приемника, еще карты нам давали, чтобы не заблудиться. Ну, смысл так, что надо было найти передатчики и прийти к финишу. И по результатам, естественно. Да. Так ты и в этом преуспел, я смотрю. Ну, особых успехов я, к сожалению, не достиг. Вот на чемпионате военно-морского флота наша команда достаточно хорошо отстала, потому что аппаратура была очень слабая. А там команду по последнему участнику, по приходу последнего участника судят или как? Или всей командой бежите одновременно? Нет, мы отдельно бежим, только общий зачет, идут все результаты, ну, как и во всех других видах. Хорошо. Не буду тебя мучить, Нариман. Все хорошо. Главное, ты отвечал Хасан Хубиев. Этот вид спорта интересен только участникам. Зрителям это абсолютно интересно. Так, Хасан, пойдем-ка дальше. И вот такой вопрос. А в каком возрасте ты сочинил свою первую песню и как она называлась? Ну, где-то в 8-9 классе даже. Еще в школе? В школе, да. Но я музыкой никогда не занимался. И сегодня, честно говоря, очень смутно разбираюсь в этом деле. Понятно. А что за песня была? Это песня на Марусском перевале, сколько я понял. Марусский перевал. Это где-то, я думаю, где-то 65-е годы, наверное, было. Когда, ну, если слышали, ну, вы так, наверное, слышали, не все зрители, наверное. Ну, наше поколение все слышало. Вот Марусский перевал. Марусский перевал, это ущелье, где-то село Маруха,
Да. Река Маруфа течет, и по этому ущелью Марусский перевал находится. Жестокие бои там шли. Да, во время войны очень жестокие бои, там шли, очень много людей погибло, но она как-то оставалась неизвестной вот страницей в истории. Угу. А в 1965 году один Шабан случайно нашел в ледниках солдата погибшего. Угу. Да, насколько я помню, лето жаркое было, и ледники расстояли. Угу. Много погибших людей были найдены тогда. И плюс 20 лет победы в войне, значит, наверное, начали обращать внимание. Да, вот книга вышла тогда, по-русски, «Дыхание лавин» и «Тайна Марусского ледника». Вот, по-моему, Гнеушев и Попутько вот такие вот, были. Автора даже не помню. Ну, не важно. Когда я прочитал эту книгу, вот эта идея появилась, а потом, это в 10 классе мы поднимались, восхождение было. Угу. Там я когда воочию все это увидел, естественно, своеобразные. Ну, да. И ты сочинил эту песню. Она каким-нибудь образом хоть сохранилась, нет? Она сохранилась, она и в записях есть, только я уже его, естественно, так достаточно переделал. Потому что действительно, ну как ребенок, я, видимо, написал, но, естественно, не соблюдал никаких этих правил. Хотя она стала где-то вот в 10 классе, она была популярна на перевале, когда мы были. Там приехала делегация с Грузии. Участники войны именно там на Марусском перевале все приурочили к этому. И вот эти ветераны к нам туда на перевал поднялись. Ну, целая делегация там была. Представители нашей республики, представители СМИ, так скажем. И для них организаторы концерт организовали ночью. Большой костер был. И там меня тоже заставили, так скажем, исполнить эту песню. Но я настолько стеснялся, что петь не смог, просто как стихи прочитал. Ага. А тогда она на радио или на телевидении была или нет? Ну, в газете они все меня взяли, это газета, значит, потом вот эти представители попросили у меня стихи, сказали, что в Грузии у нас хорошие композиторы есть, мы обязательно из него сделаем песню, и там в музее это все будет находиться. Ну, короче говоря, она как-то неожиданно стала популярна, но, как всегда обычно бывает, даже в газете, местной газете, и то не смогли напечатать. Ну да. Пророков нет в Отечестве своем. Это Высоцкий так пел. Я даже помню, как была эта формулировка, мне ответ, когда пришел, а отправляли мои учителя. Я не хотел даже... Были, которые занимались, сами писали стихи. Они взяли, доработали, отправили в редакцию. Ленинское знамя, по-моему, называлось тогда. Ленинское знамя, да. Ну, через где-то месяц ответ пришел. Я думал, там, наверное, меня тоже хвалят. Действительно, хорошая песня какая-то получилась. Но ответ был такой, очень короткий. Уважаемый Хасан, ваше стихотворение «Марусский перевал» напечатать на страницах газеты не удалось в связи с тем, что слишком слабо написано, художественно написано. Я после этого перестал писать какие-то... Понятно. Ну, все через это проходили, наверное, да, потом я действительно вот по истечении многих лет я понимал, что да, там действительно очень много надо было доработать. Я его доработал, она есть в моих этих песнях. Хасан, готовясь к нашей беседе, я перешерстил весь интернет и нигде этой песни не нашел. Ну,
я в интернете и нигде вообще ни одну свою песню еще не выставлял. Я не знаю, откуда появляется, кто там выставляет. Но, естественно, там и качество, все эти дела абсолютно Понятно. никакой критики не выдерживает. Понятно. Возможно, нету, но в своих записях у меня она есть. Так, ладно, я чуть позже послушаю ее, хорошо. Так, вопрос такой тогда, раз уже о песнях мы говорили. А в общей сложности примерно плюс-минус сколько у тебя песен всего? Ну, если плюс-минус, они около 100, но меньше 100. Я как-то пытался, но много песен я выкидываю. Они, когда-то мне казалось, что ничего, а потом Ну, понятно. получается, что ничего. Взыскательный автор это называется. Хорошо. В книжке, по-моему, где-то 70 песен. 70, да? Что за книжка? Тексты или ноты тоже там есть? Да, с нотами, как песни. Стихи я чисто стихи не включал туда, только песни с нотами. Ага. Там где-то около 70, по-моему. Да. А эта книжка есть у тебя дома? Она, по-моему, есть где-то. А ты можешь ее на монитор показать, в смысле на камеру? Обложку. Сейчас попробуем. Давай. Вот, по-моему, да, вот это. Я не знаю, там видно, не видно. Ага, отлично видно, отлично видно. Ну, Песни как птички. Да, песни как птички, да. Да, отлично. Замечательно. Значит, про «Белую лебедь» я уже спрашивал 40 лет назад. Вот такой вопрос. Вот одна твоя выдающаяся песня есть такая. Дорогие зрители, давайте послушаем ее припев, дабы было понятно, о какой песне идет речь. Ola yazga çırak alıp izlesem da dünyada Kara çaydan arukayda Aylanda körcer başında Вот добавлю только что к этому припеву, что мелодия здесь тоже природно-народная, здесь тот же ритм тартуа. И у меня вопрос про эту песню, Хасан. Эту песню, точнее эту красивую мелодию ты сочинил на стихи Азамата Суюнчева, да? И этот факт говорит прежде всего о твоей душевной щедрости. Но у меня вопрос такой. В связи с этим, такой вопрос. Часто ли бывает, что самодостаточные сочинители собственных песен, ну, джерчаласами, которые и музыку, и тексты пишут, сочиняют музыку еще и к текстам других людей? Кроме этой песни, у тебя еще были такие случаи, когда ты сочинял мелодию к другим текстам, к текстам других людей? Я вот сейчас, Саид, не совсем понял, о какой песне речь, потому что... Я поэтому переспрашиваю. Это я каждый раз многим объясняю, что это не моя музыка. Слова Азамата Суюнчева, музыку там разные говорят авторы. Я только исполнил ее по просьбе Азамата. Подожди, и мелодия это не твоя? Не, мелодия не моя, я просто по-своему спел ее, а несколько песен я на его стихи писал по его просьбе. Я его только вот недавно перевод сделал на русский язык, эту песню. Она как-то стала популярной, очень многие сейчас исполнители его намного лучше исполняют. Так я и поверил. Намного лучше. Я что-то не вижу. А если ты перевел эту песню на русский язык, вопрос. Это буквально вот недавно, месяца 2-3, наверное. Месяца 2-3. На его столетие как раз было, но я
так получилось, что я там не участвовал. Ты вообще нигде не участвуешь, к сожалению. Ну, да, по возможности, да. А вот смотри, эти молодые и не очень молодые исполнители, наши сегодняшние певцы, если они обратятся к тебе, значит, чтобы вот этот русский перевод включить в свой репертуар, ты им как отнесешь к таким их просьбам, предложениям? Ну, я не знаю, вот вроде бы некоторые авторы очень требовательны. Я наоборот, я рад, если когда другие исполняют. И даже мне самому интересно послушать. Вот свои песни я слушать не могу, а когда другие исполняют, там что-то вот новое, даже интересное появляется. Я с удовольствием. Никогда никому в этом отношении не отказывал, наоборот. Понятно. Но это у тебя добрая, щедрая душа. Вот знаешь, меня всегда удивлял такой факт. Они свои песни на тот свет с собой хотят унести, что ли? Вот пример Юрия Лозы. Лоза, да, вот такой певец, исполнитель, в общем, все такое. У него была хорошая песня «Плод» называлась. Потом он, значит, типа авторские права, полный стопроцентный запрет любому человеку исполнять ее на радио, на телевидении, публично. Что думаю за человек? Что ты за человек? Ну что, ладно. Я знаю эту песню, кстати, я очень любил, очень она... Это хорошая песня, я не спорю, но вот он запретил ее всем. Я его исполнял, эту песню, она у меня в записи есть, именно на ту фонограмму, которая в интернете ходила, мне она очень нравилась, но действительно вот многие авторы так и делают. С собой, наверное, в могилу хотят забрать свои песни. Ну, дай им Бог здоровья. Хорошо. Там, скорее всего, наверное, коммерческие вопросы. Да, понятно, понятно. Все равно они всех денег не заработают. Ну что? Лучше отчисления бы от других исполнителей они брали бы, те же деньги им вернулись, если денежный вопрос их так волнует. Ну, ладно. Ладно. Не мне им советовать. Ну, песня мне это очень нравится. Ну, даже вот по духу очень подходит. Я понимаю, она тебе близка, да? Так. Теперь такой тебе вопрос, Хасан. Мне это очень интересно, вот эти все тонкие моменты. Смотри, ну ты хоть и не часто, но выступал и по сей день изредка, но выступаешь перед публикой, значит, на своих концертах. Вопрос такой, а чувствуешь ли ты энергетику зала, так называемую обратную связь, вот эту энергетическую? Расскажи об этом подробно, потому что, мне кажется, это очень важно для того, кто стоит на сцене перед публикой. Да, на самом деле это очень важно, но, к сожалению, вот как традиционное вот это чувство обратной связи у меня, естественно, чувствуешь, да, вот, кто перед тобой, как тебя слушает, как относится к твоей песне, там, хочешь не хочешь, обратная связь сразу появляется. Но вот в традиционном виде, как у других, вот я получаю энергию оттуда, это у меня наоборот, я, честно говоря, когда на сцену выхожу, я думаю о том, только как побыстрее песня закончилась. Проблема моя. То есть энергию ты свою отдаешь, не думая, ну, скорее всего, да. Но когда ты видишь, что действительно с любовью, скажем, к этой песне слушает, или тоже думает, когда же он закончит, это чувствуешь. Вот, ну, если откровенно, то так. Ясно. То есть это очень сильно чувствуется, да? Конечно, деваться некуда. Это... Ясно. Но многие, я им даже завидую, они уже выходя на сцену,
уже на такой волне, скажем, на вершине волны, а я выхожу на сцену как на расстрел. Ну, ты еще молодой, еще привыкнешь. Ну да. Ну, хорошо. Так. Я специально вот не стал бриться, чтобы люди видели, что я уже старый. А то многие думают, что мне 40 лет. Они как бы вот... Да, вот в связи с этой так называемой обратной связью, энергетической и прочее, вот в этом месте нашей беседы, Хасан, я хочу тебя расспросить об одной ситуации, случившейся на одном из концертов, но не твоем концерте, ты был там просто зрителем. Но подойду к этой ситуации, ну, как всегда, через ташкюпюр, издалека, крюк сделаю. Дело в том, тут я обращаюсь к вам, дорогие зрители и слушатели, что Хасан – это большой поэт милостью Божьей. Хасан, между прочим, и творит свои песни, и живет по жизни именно так, как это делают только истинные поэты, большие поэты. И прямо я сейчас покажу на примерах двух песен Хасана, а после мы вернемся к тому случаю, о котором я сейчас собираюсь расспросить Хасана. И единственное добавлю, что Хасан поэт Божьей милостью. Это вот это выражение означает то, что в Европе о тех, кого Всевышний щедро одарил талантом природным, говорят, что это дух Моцарта в человеке. А в русской культуре, в русской традиции это называется пушкинская легкость. И раз мы уже упомянули Моцарта, Хасана с Моцартом роднит вот что. У них, у обоих, и у Хасана, и у Моцарта, чрезвычайно запоминающиеся мелодии. И в этом смысле, когда мелодия каждой песни оригинальна и легко запоминается, рядом с Хасаном из мира популярной музыки я могу поставить только одного музыканта-мелодиста. Имя его, наверное, кто-нибудь слышал, Пол Маккартни. Если кому-то что-то это говорит. А насчет этих двух песен, о которых я вот сейчас сказал, значит, в которых четко видна эта пушкинская моцартианская легкость большой буквы и душа большого истинного поэта. Вот послушайте песню, вернее, фрагмент песни «Морх Элим». Келіп қарайма сабилігім өткен тереге адамлығаша салам береме бізні орамдағы үйлеге. Смысл этих 4 строк, прозвучавших в этом фрагменте, Хасан говорит, это я перевожу на русский язык, Хасан говорит в тексте, что здоровается как с живыми людьми, с каждым домом, расположенным на той улице, где прошло его детство. Эти поразительные слова мог сказать только поэт с большой душой и большим сердцем. А вот фрагмент из другой песни, которая состоит из слов программного стихотворения великого поэта Марины Цветаевой. А Хасан, соответственно, написал музыку, мелодию к этому стихотворению. Слушаем.
вот что я скажу по поводу этой песни. Первое, что я скажу. Большие поэты, я имею в данном случае Цветаеву, Хубиева Хасана, они, большие поэты, всегда мгновенно понимают друг друга. И второе. При первом же прослушивании, это я уже обращаюсь сейчас, Хасан, к тебе, значит, при первом же прослушивании... Я внимательно слушаю, скромно, не перебиваю, но потом... Потом можешь перебивать сколько угодно, но пока дослушай. Я когда слушаю, у меня такое ощущение, что ты о ком-то другом говоришь. Слишком много... Вот, смотри на себя со стороны. Вот, давай, подожди, дай мне закончить мысль мою, а то она убежит. Значит, при первом же прослушивании вот этой песни на стихи Цветаевой у меня, как там говорили в старину, в сердце и в голове молнией сверкнула догадка, говорили в старину. Вот у меня тоже она мелькнула, догадка, что, Хасан, эта песня написана ради одной и единственной строчки из этого стихотворения. И эту строчку мы только что услышали, и она, эта строчка, полностью совпала с мироощущением, миропониманием, мировосприятием Хасана. Еще раз процитирую эту строчку. Вот она. «Я и в последней икоте останусь поэтом». Хасан, ты только не говори, что моя догадка неверна, иначе ты разобьешь мне сердце. Ну, я, честно говоря, я не считаю себя еще поэтом. Я не стал ни поэтом, ни композитором. Мог бы стать, наверное, скорее всего. А вот то, что ты говоришь, хвалишь там... Мы о чем говорим? Тебе Всевышний отпустил этот дар и талант по самую макушку твою. Зачем тебе формальные там удостоверения поэта и композитора? Зачем они тебе? У тебя так все, Аллах дал все выше крыши, так сказать. Не надо это все. Ну да, это не моя заслуга, да. Вот, но я, может, его не использовал, да. Хасан, это не твоя заслуга, но Всевышний это через тебя нам дарит. Значит, он сам Всевышний тебя избрал для этого. Все. Что мы тут это умничаем? И, значит, вот по поводу, возвращаясь к этой строчке Цветаевой, я скажу, знаешь, Хасан, мне очень приятно, что дело в том, что именно на ее стихи ты это написал. Ну, я уже сказал, что это ее программные стихи, но дело даже не в этом. Она не просто великий поэт, а она невероятная умница, которая лучше всех и глубже всех за всю историю человечества поняла глубинную суть и тайные механизмы поэзии. Поэтому мне это все лично очень-очень приятно, что именно на ее стихи Хасан сочинил эту песню, эту мелодию. Так, ну ладно. Хасан тут, как всегда, смущается, но имеет это право. А я имею право говорить так, как я думаю о Хасане. Так, Хасан, эти два фрагмента мы прослушали, и теперь мы вернемся к той ситуации, о которой я говорил, и в которой, это я к вам обращаюсь, дорогие зрители и слушатели, в той ситуации Хасан поступил именно как истинный поэт с большим и благородным сердцем. Поясню, о какой ситуации идет речь. Дело происходило на концерте нашего абсолютно гениального музыканта Зюрият Боташевой. Может, кто ее уже плохо знает из молодых. Значит, вот 3 куплета из 3 разных песен в ее исполнении.
ошибалась, поверив, что все позабыла. О, как мятежная, нежная скрипка поет. А теперь дальше, Хасан, слово тебе. Расскажи о том, что там случилось, и что ты думаешь обо всей этой несправедливости, которая заключена в выражении «нет пророка в своем Отечестве». Расскажи, пожалуйста. Я послушаю тебя внимательно и долго. Ну, ты, наверное, имеешь в виду концерт вот этого Карачаевский, да, который? Да. Я, честно говоря, год тоже точно не могу сказать. Ну, там что происходило. Я не знаю, стоит даже говорить об этом. Ну, стоит, обязательно стоит. Я редко ходил на концерты, хотя любил, но не всегда получается. А в то время я как раз лежал больной. Дома лежал или в больнице? Ну, дома, да. Ну, приходилось так, из-за травм всякое бывает. И услышал, что ее концерт в городе. И, насколько я помню, было зимой. Короче, с большими усилиями я оделся и пошел на концерт. Я лично не знал, и она тоже, по-моему, редко вообще на концерты давала. Ну, тогда еще таких возможностей, как сейчас, же не было. Организовать концерт, тем более авторский, очень сложно было. И я не знаю, даже надо говорить об этом, не надо. Говори подробно, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, в зале было очень мало людей. Вот самое, что меня удивило. Неприятно поразило, скажем. Да, вот, да, неприятно, да. А вроде бы там места не должно было быть. Вот, да. Она в то время, тем более девушки карачаевские, чтобы свои песни на гитаре еще исполняли, ну, можно сказать, не было. Не было. А голос изумительный у него, голос необычный. Я до сих пор не слышал такого голоса, хотя есть у кого-то может посильнее, похуже, получше. Но именно такого нет ни у кого. Индивидуальный, скажем так, да? Вот. Да. И она исполнила несколько песен. Вот я помню, в конце, по-моему, концерт она сказала. Ну, ее везде просили, как я тоже прошел через это, честно говоря. Вот везде проходу не дают, просят там прийти выступить, там. Иногда приходишь, даже хочется развернуться и уехать. Да? Нет никакой организации. Самому организовывать я не люблю. Вот. И она в конце обратилась к зрителям, сказала, вот я, говорит, решила сегодня в Карачаевске выступлю. Если народа не будет, я больше петь не буду. И говорит, я сегодняшнего дня все с этим делом завязываю, скажем так. Для меня, чтобы тогда вот просто выйти на сцену, нахально, скажем, да, никто меня не просил, чтобы сам вышел на сцену и что-то сказал, для меня было это героическим поступком, хотя со стороны это абсолютно обыденные вещи, да. Просто вот, чтобы она, может, ощутила отношение хотя бы одного человека, который на самом деле представлял, скорее всего, большинство народа. Я вышел, я еще был одет так тепло, скажу, швы, наверное, был. То есть просто без объявления, без ничего, ты сам поднялся на сцену, я сам, да, поднялся на сцену, и как мог, я сейчас
подробно, наверное, не смогу сказать. Но я ей сказал так. Вот именно я сейчас болел, лежал, вот сколько времени я даже не поднимался. Когда услышал, что она поет, я специально через такие боли, через такие проблемы специально пришел, чтобы слушать именно ее. Поэтому весь народ и любит, и уважает. Но вот организаторы концерта, я случайно узнал, что она выступает. А вот точно так же большинство народа остается в неведении, что кто-то где-то выступает. Ну, и, естественно, просил, чтобы она продолжала. Я, может, и некрасиво была, может, и это. Я сказал, что если бы она была представителем других народов, она была бы известна всему миру. У нас как-то вот более скромно к этому, а тогда особенно, да, сейчас уже это настолько популярным стало, что каждый второй, можно сказать, уже начал петь, и очень много у нас талантливых уже в нашем народе. И поют, и танцуют, это вообще-то талантливый народ, что там говорить, да? Но отношение вот к музыке, к песням, там, к артистам немножко не то было. Вот. А сейчас, слава богу, она меняется с каждым днем. Вот моя просьба была такая, что это не она виновата, что сегодня очень мало народа, да? Ясно, ясно. Я не мог вот тогда сдержаться, вот вышел это сказал. Не знаю. Я говорю, вот только твое сердце, это поэта, не выдержало, и ты поэтому вышел. А скажи мне, вот мы с тобой по поводу Зурият думаем одинаково, оказывается. Я тоже думал, ну, я не специалист, не музыкант, но я думал так. Я же тоже не специалист. Хасан, ты вот согласишься или нет, мне интересно. Вот и ты это уже сказал, я просто тоже свои скромные мысли скажу. Если бы у нее были там нормальные продюсеры, там, промоутеры и так далее, вот это все, если бы ее правильно раскручивали, то она по таланту, на мой взгляд, мощнее и сильнее и Пугачевой, и помнишь, это Марыля Родович, это из Польши там была мадам, она и жива сейчас там. Да. Разноцветные. Так, Зурият талантливее их обеих, понимаешь ты, на мой взгляд. Если бы ее раскрутить, она была бы мировой звездой просто. Ну вот я вот это могу сказать, да, что она, если бы раскрутили бы, она была бы мировой звездой. Но лучше или хуже, это понятие такое растяжимое, даже не стоит так сравнивать, наверное, вот по моему мнению. Стоит. Свои направления разные. Ну она, то, что она была талантом, есть, надеюсь, еще может и будет, но в этом у меня сомнений нет. Хотя, вот как ты говорил, я тоже особо не являюсь ни музыкантом, ни критиком. Скромно сказал Хасан, который является эталоном для джерче-музыкантов. Я серьезно говорю эти вещи. Я то, что есть, говорю. Я тоже говорю, что есть. Ты эталонный джерче, Хасан, имей это в виду. Эталонный. То, что она была очень талантливой и могла бы, да, карачайский народ на весь мир. Я оценил ее, да. К сожалению, ну, может, всякое бывает. Может быть, проснется она еще. Если ей помогут. Ну, уже джуряги сынган болор, кто знает, я не знаю. Да, всему есть свое время, особенно вот в таких вещах. Обязательно должно все совпадать. Возможности и время. Да, Савол Хасан. Значит, к словам Хасана я добавлю одну немудренную, такую напрашивающуюся вещь. А именно, я сейчас озвучу 3 свои публичные просьбы, обращенные в пространство, навеянные словами Хасана. Вот первая просьба, я бы ее адресовал бы руководству госуниверситета, расположенного в городе Карачаевске.
И моя просьба вот заключается в том, что, пожалуйста, дорогие руководители университета, если можно, откройте факультет, в котором будут готовиться продюсеры и промоутеры. Ибо вот тот же случай с Зурият Буташевой иллюстрируется присказкой, что имеем, не храним. А наши гениальные музыканты, и нынешние, и будущие, остро нуждаются в раскрутке, причем не только в пределах КЧР. Это первая моя просьба. Вторая моя просьба адресуется нашим выдающимся музыкантам-аранжировщикам. Они у нас есть, назову, скажем, того же Магомета Байрамукова из группы Учкекен, знаменитой там, да? И просьба моя заключается в том, чтобы каждый аранжировщик, у кого есть там студия и возможности, сделал хотя бы один хотя бы суаплыгыш и привел бы в качественный вид звучание хотя бы одной той или иной песни там Хасана Хубиева, Зурият Буташевой и других, кто по тем или иным причинам не может это сделать. А примером для аранжировщиков, вот, пожалуйста, послушайте один куплет из песни «Табигат» Альберта Узденова. Посмотрите, как на тактичность, на красоту этой аранжировки я просто безмерно благодарен этим аранжировщикам, потому что музыкальное сопровождение ни на секунду не заглушает голос Альберта. И к тому же они как-то умудрились сохранить негромкое звучание вот этого инструмента Альберта, гитары этой, да? Отдельное спасибо этим ребятам. Köremizse canlı çıkıp dolganay Bir yağınlay terezeyden karaydı Men üçün o akırın uzalıp Erkeletip çaşçılığını taraydı Ну и третья моя просьба. Это я обращаюсь уже ко всем зрителям, которые смотрят эту программу. Если можно, помогите найти какие-нибудь координаты Зурият Буташевой. Будь то номер телефона, электронной почты, ну что-нибудь. Потому что я очень хочу воздать ей должное, воздать здесь публично в Ютубе за ее неоценимый и до сих пор неоцененный вклад в культуру нашего народа. Так, ну с просьбами я закончил. Ну а мы, Хасан, продолжим нашу беседу. Вот скажи, кстати, вот в связи с этими моими просьбами это навеяло, значит, скажи, были люди, которые помогали тебе на том или ином отрезке твоего, так сказать, жизненного и творческого пути? Если таковые люди были, перечисли вслух их имена, пожалуйста. Да, конечно, были, да. Очень много было. Очень много людей. Их сейчас перечислять надо будет, наверное, часа два еще продолжать. Ну, конкретную помощь и даже в материальном виде, и в психологическом, моральном, к моему удивлению, да, так все и друзья, знакомые, ну, с кем только не встречался случайно, и незнакомые, очень уважительно, с благодарностью относились.
А вот конкретную поддержку именно в 1994 году, случайно вот эта кассета вышла, кстати, я же говорил, официально я ни одну песню свою не выставлял, тем более кассета, альбом, когда еще назывался. Она случайно распространилась. Музыкант сказал, что или украли, или потерял. В общем, она как-то... Ну, как всегда, да. Она была написана конкретно для моего друга, просто для личного прослушивания, скажем так. Поэтому ни одна песня у меня ни по аранжировке, ни по качеству не соответствует, конечно, стандартам. Вот. Самое удивительное то, что администрация поддержала тогда меня. И республиканская, и районная, начиная с главы, первой главы, да, Владимир Исламович Хубиев, Батыев Мустафа Азриталиевич. Огромную поддержку я и в моральном, и в материальном виде. Районная администрация Куйчиев Рамазан Исмаилович и начальник отдела культуры Карачаевского района Соня Азнауровна Гагуева. И весь коллектив, все, не то что поддерживали меня, они почти нахально меня выталкивали на сцену. Ну, сейчас, я думаю, можно говорить, ничего, никаких секретов в этом нету. Батыев Мустафа Азриталиевич тогда был еще председателем комиссии по реабилитации карачаевского народа. И вот эта комиссия за эту песню «Аллах сен сакла Карачайны» во главе с Мустафой Азриталиевичем 10 миллионов рублей награду дали. Ну, как скажем, ну, да. Знаю, как лучшая песня, типа реабилитации, не знаю, как помню, как она звучала. Ну, мысль понятна, да. Да, и в районной администрации тоже. Вот глава мне где-то полчаса уговаривала, чтобы я вот это дело не забросил и занимался, хотя у меня работа совсем другая была, никакого отношения к музыке не имела. Полностью купили аппаратуру, приняли на работу, не мешая своей основной работе, да? Обещали квартиру и сделали тоже квартиру тоже. Но если я чего-то не смог сделать, это только моя вина была. Поддержка была огромная, в отличие от многих, которые жалуются, да, что действительно есть талант, есть все есть, но поддержка нужна всегда. У меня получилось наоборот, да, все поддерживали, и бизнесмены, я от многих отказывался. Хотите деньгами, хотите аппаратурой, транспортом. Проблем нет. Я уже в возрасте таком был, что считал, что я уже слишком старый для этого. Мне как раз 40 лет было. И не хотел этим пользоваться. Но тем не менее, многие песни все равно были написаны именно после вот этих возможностей, которые у меня появились. Друзья очень много помогали. Даже не было у районного отдела культуры тогда помещения, что где-то можно было или записывать, или заниматься. Друзья давали свои помещения, скажем, да, вот, руководители были, бизнесмены были, где мы могли студию свою поставить и заниматься. Поэтому вот, перечислять очень много. А в Кабардино-Балкарии сколько просили просто приехать туда, просто приехать, хотя бы песни спеть. И все звания, помощь, всякую записи предлагали. Ну, я скажу, я стеснялся, в общем, считал, что это не мое, слишком поздно. Понятно. Поэтому я благодарен всем, и родственникам, друзьям, и народу нашему. Вот
В отношении ко мне я не могу сказать ничего. В отношении тебя мне никто такого права, конечно, не давал, но я просто так думаю. Нет ни одного карачаевца, который не любит Хасана Хубиева и его песни. Я так думаю. Ну, ладно. Значит, скажи мне, Хасан, как ты относишься к Высоцкому? Я сейчас объясню, почему я задаю этот вопрос. Ну, если честно, то вот в детстве я не очень его понимал. И я, как и говорил, что у меня кумиров не было. Но с возрастом именно не как песни, не как, да, допустим, певец. Вот я когда прочитал его книгу, те же песни, но они как стихи были напечатаны. Вот тогда я понял смысл. Вот, там действительно, ну, один из величайших, наверное, скорее всего, поэтов, если не считал, что он там музыкант, еще и певец, вот один из великих поэтов, я так понимаю. Хотя я глубоко, естественно, не изучал, но ощущение такое. Он очень много там заложено, которым вот частицу только, наверное, сейчас понимаю. Значит, я спросил только лишь по одной узкому маленькому моменту о Высоцком. Я к чему говорю? Вот я говорил там об аранжировщиках, Хасан, да? Выше я говорил. И я тут посмотрел и случайно обнаружил, что в интернете, весь интернет полон новыми переделанными аранжировщиками. Его песни все переделаны, обработаны аранжировщиками, прекрасные работы, называется «Новый звук». Там же он все на гитаре своей себе подыграл, а тут и оркестры, и симфонические оркестры, и эстрадные оркестры, все это как-то они все сумели сделать, очень приятно на слух, слушать приятно, смысл при этом не теряется, его голос сохраняется абсолютно. Я вот к тому говорю, что я очень хотел бы, чтобы сам Высоцкий на своих концертах публичных, обращаясь к публике, говорил: прошу простить мне, публика, прошу вас, простите мне мое бедное музыкальное сопровождение. То есть одна всего гитара там, да? А тут они вот красиво все это сделали, замечательно. Вот я приводил пример песни Альберта Узденова, тоже прекрасно сделано. Вот так бы, если все делалось качественно, доводилось бы все до ума, до нормального вида, ой-ой-ой, ну как мы отстаем во всем этом. Да, ну ладно, ладно. Так, это такой вопрос, раз уж мы даже Высоцкого затронули, ни к селу, ни к городу, мы говорим о карачаевцах, но это я вот эти аранжировки его, только ради этого я его вспомнил. Значит, смотри, вопрос такой, Хасан. Вот из мира Карачаева-балкарской песни, да, кого ты выделяешь, кто тебе по душе, там, допустим, я имею в виду и Джирчыланы, и Джерлаучыланы, для публики еще раз там напомню, что Джирче — это тот, кто сочиняет свои песни сам, и стихи, и мелодию, а Джерлаучу — это тот исполнитель, певец. Так кто тебе ближе из тех и других, Хасан? Назови какие-нибудь имена, если есть кого, кто тебя подпишет. Много перечислять я, наверное, и не смогу, но основные моменты. Вот из старшего поколения мне всегда Махмуд Казанчиков, ну сейчас Текеев, ну все знают его как Казанчиков. Вот у него очень много красивых песен и на русском, и на карачаевском языке. И именно вот он и сохраняет наши народные традиции, да, даже на русском языке, когда песни он пишет или исполнял, ты чувствуешь, что это карачаевская, даже вот на русском языке песня, да. В основном о природе, о любви
к родине. Вот на первом месте, хотя, ну, я не буду сейчас говорить, да, о Атаров, это вообще личности. Вот тех, кого я знаю. На первом месте из старшего поколения. Я хорошо его и знал, и часто встречались на Махаре, на разных этих. С огромным уважением я к нему относился. И самая любимая из его песен для меня вот «Üşüdün» называется. Я эту песню очень любил и очень часто исполнял. И при его присутствии, и без него. В любой компании, когда мне пристают, я всегда исполнял эту песню. Ну, на первом месте он «Аллах рахмат этсин». Многие песни его неизвестны, к сожалению. Вот над этим, наверное, надо работать, чтобы все его песни были, как ты говоришь, заново и написаны, и аранжировки, чтобы были профессиональные. Некоторые песни уже начинают звучать, но настолько скромный был человек тоже, особо не выпячивался, но песни прекрасные. А из современных, ну, конечно, на первом месте Альберт Узденов. И по смыслу, и своеобразный голос, но, тем не менее, не устаешь его слушать. И все песни, и музыка красивая, и стихи со смыслом. Ну, чувствуется, что человек жил среди стариков, скажем, да, вот, не обделен был этим. И вот это все знания, которые он с детства получил, мне кажется, ему пригодились. Да. Ну, популярный тоже. А из певцов есть кто нравится? Голосом, там, манера или там что-нибудь? Или ты их мало слушаешь? Я, честно говоря, вот я сам отстранился, много лет я этим делом уже не занимаюсь, но сейчас из современных, вот эта пара семейная Малсугенова очень красиво и смотрятся, и голоса у них сошлись. Ну, вот подарок судьбы, так сказать, я так понял. И самое главное, они с удовольствием этим делом занимаются. И я им желаю всех творческих успехов и семейной, и творческой жизни. Присоединяюсь к твоим пожеланиям. Главное, Аллаха көстеймесін. Да, да. Хорошо. Сейчас много очень молодых. Да, сейчас много. Да. А вот яркий след в творчестве, я считаю, вот Узденов, Альберт, Сапар Узденов, ну, которых я лично знаю. Ну, да. А так много их. А из балкарцев именно авторов, исполнителей я не очень знаю, а певцов мощных очень много. Один Алим Газаев чего стоит. Ну, и других. Газаев мощный голос, да. Ну, там очень много и карачаевцев, и балкарцев, только надо их как-то... Правильно все организовать надо, вот что я тебе скажу. Да. Проблема только в этом, талантов пока хватает. Но ладно, не буду углубляться в это. Значит, смотри, у меня вопрос такой. Поскольку, Хасан, потихонечку наша беседа подходит к концу, я задам традиционный такой вопрос, который я стараюсь задавать всем своим собеседникам. Вопрос вот какой. Что ты думаешь? Во-первых, ты видишь ли вот это ежедневное практически на глазах исчезает наш родной язык, на телевизоре? Что ты думаешь об этом исчезновении многих слов из нашего родного языка? И можно ли остановить этот процесс? И если можно, то каким образом? Что ты обо всем этом думаешь, Хасан? Ну, я боюсь, что вот это будет как раз
вот та ложка дегтя, наверное, в бочке меда. Вот если то, что я думаю, не дай бог, чтобы это все так это было, но мне кажется, это вот очень плачевном состоянии у нас. Не только язык, а, по-моему, потихоньку мы как народ исчезаем. Да. К сожалению. И обычаи наши, самые такие, хоть маленький народ, карачайский народ, я считаю, что у него огромный багаж, Да. и в знаниях всего, скажем, мира, да, мироздания, скажем так. Ну, обычаи это вообще прекрасные обычаи, которым, мне кажется, если бы этот мир был бы нормальным, наоборот, все изучали бы, все перенимали бы наши обычаи. Потому что там ничего плохого нет, все только хорошее есть. Но, к сожалению, все происходит сейчас, особенно вот в нынешнее время. Все хорошее уходит, все плохое сюда всплывает, к сожалению. Вот. А насчет языка уже несколько лет это длится, я тоже немножко как бы внутри находился. Да. Люди сами отказываются. Вот представляешь, самое страшное, что родители сами отказываются от родного языка в школах. Пишут заявление, что этот язык нам не нужен. Это лишняя нагрузка детям. Я не знаю, вот это откуда это все взялось. Она и так автоматически исчезает. Мы и так автоматически исчезаем как народ. А тут еще сами же помогаем. Вот это меня немножко очень... убивает. Но я боюсь, что вот то, что сейчас происходит, ну, в каком виде, да, вот мы существуем. Ни республика, ни государство, ничего. Вот, если бы, мое понятие, да, может, если бы мы как бы отдельно были бы или республика, или что-то, если сами принимали какие-то решения и сами могли бы это исполнять, может, еще можно было бы спасти. Ну, в моем понимании, вот то, что сейчас происходит, как бы ни старался, вот если камень катится с горы, пока он где-нибудь сам не остановится, вряд ли ты остановишься. Но дай Аллах, чтобы все оказалось не так, все от Всевышнего, может какая-то помощь появится, люди очнутся и сами же будут просить, чтобы везде наш язык не только, чтобы мы изучали, а и другие изучали, потому что это частица огромного, ну, скажем так, языка не только одного народа, многих народов. Да. И как тот же английский язык, еще непонятно, завтра может даже наш язык будет популярнее, чем английский и французский. Может быть. Но, к сожалению, я лично вот сейчас не вижу каких-то решений каких-то не вижу, потому что я наблюдаю, вот совет старейшин, если разные общественные организации стараются где-то, собираются решения какие-то, никто их не слышит и никто их не слушает. Вот в чем дело. А на уровне правительства там, ну, такими решениями никто не занимается и вряд ли будет заниматься. Понятно. А мы с тобой вряд ли сможем этот процесс остановить. Мы с тобой можем только попытаться хоть чуть-чуть обратиться к нашим зрителям, к маленькой части нашего народа и сказать: и, значит, вот как в твоей этой песне «Аллах сахла гарачай», ну, значит, который ты ее исполняешь часто, но я слышу ее. Давай строчку такую добавим туда. Ты ее сам скажи. Аллах сен жазықсын гарачайны деп бір айтасың. Одна версия, пусть лучше будет, Аллах сен сахла гарачайны. Ну да, ну жазықсымыз. Жазықсымыз Аллах etsin.
Амин Аллах, амин Аллах. Да, там примечание такое, я сказал, наш народ маленький. Я все-таки чуть-чуть поправлю тебя, Хасан. Значит, Демеда, маленький Демеда, но наш народ не маленький, он малочисленный, но не маленький. Ну да. Вот. Но Қытайға жетерік болмас там численность, но тем не менее. Хорошо. Вот, значит, айтайм. Бегул был Хасан, что согласился побеседовать со мной, преодолев свою природную скромность. Огромное тебе спасибо за беседу. Может, ты что-нибудь хотел бы добавить там? Да, что добавлять? Дай Бог нам всем мира. Да, понятно. Хасан, у меня не было ни твоего телефона, ни никаких контактов. Мне помог найти твой телефон один человек. Давай мы с тобой передадим благодарный привет этому человеку. Ты там помаши рукой, а я присоединюсь к тебе. Это Соня Гугуева. Привет огромный, да. Хасана Кубеева я знаю с 1994 года, будучи заведующей отделом культуры Карачаевского района. Я просто услышала о нем как о человеке хорошем, который просто поет для себя, песни пишет для себя. Попросила мне его найти, пригласила к себе и буквально силком заставила его выйти на сцену. Человек очень обязательный, добросовестный, глубоко порядочный, который любит свой народ. Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения, ну хоть не часто, но видимся. Удачи ей. Очень много труда у него тоже. Да. Присоединяюсь, Соня. Большой салам от меня тоже. Салам. Счастья. Хорошо. Аллах muratlarını versin senin de. Значит, мы сейчас будем завершать нашу беседу, дорогие зрители. Я сердечно благодарю вас всех. И завершаем мы нашу беседу песней молитвой Хасана. Потому что у него разные песни. Вот та песня была песня «Плач», Анна Дегенджер. А сейчас песня молитва в завершении нашей программы, которая называется «Аллах сен сакла Карачайны». И я просто хочу там примечание такое сделать, special thanks, то есть отдельное спасибо учкуланским ребятам, которые помогали в подготовке этой песни Хасану, помогали, и чтобы эта песня нормально и смотрелась, и прослушивалась там в интернете. С удовольствием и благодарностью озвучиваю имена этих учкуланских ребят. Это Баблина Урусова, Ася Урусова, Люда Салпагарова и Женя Тихонов. Истинно карачаевец, Женя Тихонов. Еще Киева Тамара была. Да, Хопсора Хасан Савы Сенкершейк. Вот эта песня. Аллах сен сакла Карачайны, миңле булатышнын жайны, саныбыз жеткенчи Кытайны. Аллах сен сакла Карачайны. Бигүллүк эдер жашаудан, бирөөнү кыйын ашаудан, оңлурак оңсузну бошаудан. Аллах сен сакла Карачайны. Кесини тилин билмегенден, обаны сон күстегеннен,
Tavladan uzakta ölgenden Allah sen sakla Karaçay'ını. Aşından mardasız toyğandan, baylığı üçün adam soyğandan, kesi üçün tengin joyğandan Allah sen sakla Karaçay'ını. Kesini milletin satkandan, adamını sırtından atkandan, tavlu namusunu unutkandan Allah sen sakla Karaçay'ını. Kögerekte candan otladan, ayavsuz katersiz topladan, birbirin kırgan buzatladan Allah sen sakla Karaçay'ını. Cer söyle şu gecekkenle, konşumdu avruş etkenle, gereksiz ekbemlik etkenle Allah sen sakla Karaçay'ını. Gereksiz ekbemlik etkenle Allah sen sakla Karaçay'ını. Керек күнде комуп болғаннан, алға бармай артқа бұрғаннан, кимге да табынып тұрғаннан Allah sen sakla Karaçay'ını. Kimge da tapınıp durğandan Allah sen sakla Karaçay'ını. Allah sen sakla Karaçay'ını.